Владимир Сандеров – известный в Кыргызстане сноубордист. В кругу любителей экстремальных видов спорта его больше знают как мексиканца Хосе. Этот псевдоним он придумал себе, когда регистрировался на форуме в интернете. С тех пор старается полностью ему соответствовать. Первая ступенька к моему мексиканскому имиджу была моя любимая шляпа. То есть вот вы ее видите. Настоящая, с Мексики. Как говорится, я и есть Хосе настоящий. Вот. Вторым шагом было это пончо. Тоже мне подарили вот такую вот накидочку. Тоже настоящая, правда, она не мексиканская, она перуанская. Но, тем не менее, у нас, я думаю, это особо не различат. Владимир часто выступает как автор экзотических идей. Совсем недавно на одной из горнолыжных баз Кыргызстана, где еще не растаял снег, он организовал карнавал. В этот день по трассе на сноубордах и лыжах разъезжали сказочные персонажи. Идея моя была, точнее, я ее подглядел на одном из зарубежных сайтов и решил сделать здесь то же самое. Мероприятие мы назвали Snow Lady, потому что как бы больше посвящалось девушкам. Вот. Но, чтобы парней не обделять, парни тоже были в костюмах. Одна из последних идей Владимира поразила своей оригинальностью даже любителей экстрима. С друзьями своего клуба он отправился кататься на сноубордах по каменным осыпям. Стоунбординг – так называется этот вид экстремального катания. Катание на сноуборде по камням, по каменным осыпям, это вот в ущельях есть такие места. На самом деле там, никакой техники, никаких правил, просто залез на гору, застегнулся и вниз, а там уже как повезет. Сейчас ребята из клуба экстремальных видов спорта собрались в горы покататься на маунтинбордах. Это доска на колесах, предназначенная для езды по пересеченной местности. Любители острых ощущений договариваются о встрече по телефону, ведь офиса у них нет. Если собраться в комнате, мы можем и тут собраться, или у кого-то в гостях. А собираемся в основном, если где-то какое-то мероприятие, то уже непосредственно на месте мероприятия, либо на месте сбора. Ну что, парни, все? Подальше от городской суеты, едем в горы. Все, поехали. Владимир в экстремальном спорте несколько лет. Самое любимое – спускаться на маунтинборде по извилистым горным дорогам. Иногда разгоняется до 40 км в час. Такая езда нередко заканчивается ссадинами и ушибами. Но и это не останавливает Владимира от риска. А некоторые экстремалы сравнивают это увлечение с зависимостью. Намного лучше, чище, качественнее выплеск дурных эмоций. А к тому же это уже наркомания, самая настоящая. Без адреналина уже нельзя. Все. Это как сходить в сауну. Вот когда после такого тяжелого трудового дня сходишь в сауну, выйдешь, тебе так вот хорошо, все тело отдохнуло. Вот здесь примерно то же самое. Только из сауны ты выходишь чистый, а отсюда ты приходишь грязный. Вот. Но по ощущениям, что ты вот снял какой-то вот эмоциональный такой груз, что ли. Кто-то кулаками самоутверждается, кто-то чем-то еще, мы самоутверждаемся так. Ну и просто, не знаю, выплеск адреналина. Вот, это мое как бы... Доэкстремальная моя работа, до того, как я стал таким вот Хосе, я занимался мебелью, изготовлением на заказ, на продажу. Вот сейчас как бы тоже занимаюсь, мало очень. Одно через другое меняется. Хобби становится работой, работа становится хобби.